По требованию чувашского транспортного прокурора восстановлены права пассажиров в Урнарском районе Чувашской республики. Чувашской транспортной прокуратурой проведена проверка по обращению жителя Урнарского района Чувашской республики о ненадлежащем содержании пассажирской платформы на остановочном пункте 641 километр Горьковской железной дороги. Установлено, что указанная пассажирская платформа не была оборудована навесами, защищающими от неблагоприятных погодных условий. В этой связи прокурором начальнику Горьковской дирекции пассажирских обустройств структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств филиала ОАО РЖД внесено представление с требованием обеспечить надлежащие условия для пассажиров. Во исполнение требований прокурора на платформе установлен защитный навес. Виновное должностное лицо железной дороги привлечено к дисциплинарной ответственности. Осужденный, избивший своего сокамерника, добавил к своему наказанию 3 дополнительных года лишения свободы. Цивильским районным судом 1 сентября 2021 года вынесен обвинительный приговор в отношении 44-летнего жителя города Новочебоксарска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом З частью 2 статьей 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Установлено, что злоумышленник был ранее осужден и отбывал наказание в камере помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора в Федеральном казенном учреждении Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Чувашии в городе Цивильск. Около 10 часов 1 апреля 2021 года в ходе ссоры он умышленно избил своего сокамерника, нанеся ему 1 удар ногой в область лица, не менее 5 ударов ногой в область грудной клетки и 2 удара деревянной шваброй по рукам. В результате указанных действий потерпевшему причинены телесные повреждения, образующие вред здоровью средней степени тяжести. Подсудимый вину свою в совершении преступления в суде не признал, но государственным обвинителям суду представлены доказательства, полностью изобличающие его вину. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Всего с учетом наказания по предыдущему приговору злоумышленнику придется находиться в местах лишения свободы 6 лет. В законную силу приговор пока не вступил. В отношении подрядчика, не завершившего к началу учебного года ремонт школы в Порецком районе, возбуждено дело об административном правонарушении. Прокуратурой Порецкого района проведена проверка по факту нарушения обществом с ограниченной ответственностью СМУ-59 срока выполнения работ по капитальному ремонту муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Напольновской средней общеобразовательной школы Порецкого района. Установлено, что 27 апреля 2020 года Напольновская средняя общеобразовательная школа с указанным обществом заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту образовательного учреждения. В соответствии с условиями муниципального контракта подрядчик должен был выполнить работы за счет собственных или привлеченных денежных средств до 15 августа 2021 года. Вместе с тем, проверка показала, что подрядчиком взятые на себя обязательства надлежащим образом не исполнены. Установленный срок работы не завершены, что повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, выразившегося в том, что образовательная организация не обеспечила предоставление к 1 сентября 2021 года учреждения для проведения образовательного процесса, чем нарушены права обучающихся на образование. В этой связи прокуратурой района в отношении директора ООО СМУ-59 возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьей 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Действие бездействия, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ. В его адрес также внесено представление об устранении нарушений и активации ремонтных работ. Верховный суд Чувашии оставил в силе приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, требовавшего от подчиненных сотрудников передачи части полученной премии. Вступил в законную силу обвинительный приговор Чебоксарского районного суда Чувашской республики от 16 июля 2021 года в отношении 44-летнего жителя города Чебоксары, осужденного за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьей 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» к штрафу в размере 40 тысяч рублей. Судом установлено, что осужденный, являясь начальником одного из структурных подразделений исправительного учреждения, превышая свои должностные полномочия, в декабре 2020 года потребовал от 4 сотрудников возглавляемого им подразделения передачи ему части
части выплаченной разовой денежной премии за успехи по службе. Указанные сотрудники, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий по службе, выполнили незаконные требования своего непосредственного руководителя, придав ему денежные средства на общую сумму 13 тысяч рублей. По ходатайству осужденного с согласия других участников процесса дело рассмотрено в особом порядке проведения судебного разбирательства. Защитник виновного обжаловал приговор в апелляционном порядке, не согласившись с осуждением, поскольку, по его мнению, имелись основания для отмены приговора и прекращения уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики с учетом озвученной в апелляционной инстанции позиции представителя прокуратуры республики доводы апелляционной жалобы защитника об отмене приговора оставлены без удовлетворения. Алатырская межрайонная прокуратура пресекла нарушения при организации закупок жилья для детей-сирот. Проведенной Алатырской межрайонной прокуратурой совместно с Республиканской контрольно-счетной палатой проверкой деятельности администрации города Алатыря выявлено нарушение законодательства при использовании бюджетных средств, выделенных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. В ходе проверки установлен факт несоблюдения муниципальным заказчиком порядка и формы обоснования начальной максимальной цены муниципального контракта на приобретение жилья для лиц указанной категории. Так, анализом обоснования начальной максимальной цены ряда контрактов установлено, что в нарушение требований действующего законодательства при формировании цен администрации учитывала данные, представленные поставщиками, не обладающими опытом поставок соответствующих товаров, жилых помещений, что привлекло к неверному формированию стоимости за 1 квадратный метр, сложившейся на территории города Алатыря. По результатам проверки межрайонной прокуратурой в отношении лица, ранее занимавшего должность первого заместителя главы администрации города Алатыря, начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря, возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 7.29.3 Кодекса административного правонарушения Российской Федерации несоблюдение порядка и формы обоснования начальной максимальной цены контракта. Виновное должностное лицо оштрафовано на 10 тысяч рублей.